Оппозиция объявила об открытии штаба по противодействию ратификации соглашения по инвестициям, которое подписали 30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Узган. Протестуют оппозиционеры по нескольким причинам. Первое – это сама суть соглашения. По мнению депутата Кана Кварча, в соглашении есть пункт, позволяющий строить многофункциональные комплексы, что по сути является апартаментами или же квартирами. То есть вместо законопроекта, который был отклонен парламентом, исполнительная власть провела апартаменты через соглашение об инвестиционной деятельности. Что означает мировая практика применения понятия многофункциональные комплексы? Это объект недвижимости с большой площадью, который содержит в себе меньшие площади различного предназначения, такие как офисы, жилые и торговые, гостиничные апартаменты, игровые и другие помещения. Вот о чем речь идет. То есть, когда закон не получилось, теперь они нам ее воткнули в понятие, значит, многофункциональный комплекс. И потому я обращаюсь к депутатам. Там было на тот момент, я насколько помню, где-то около 20-26 человек, которые официально выступили и сказали, что не будут поддерживать закон о апартаментах. Но зато нам это принесли в соглашение уже. Как отметил Кан Кварча, если законопроект об апартаментах предусматривал ограничения по их количеству и ограничивал их строительство Восточной Абхазией, то многофункциональные центры можно будет строить где угодно и в каком угодно количестве. Если вы за 30 тысяч апартаментов готовы были голову свернуть, подумайте, что вот эта одна фраза завуалирована, многофункциональные комплексы, она вообще дает возможность без ограничений строить столько, сколько хотят они. Я хочу, чтобы вы это поняли. И вот чтобы вы людям это объяснили. Это самое страшное вообще, что могло быть за наше время. Соглашение дает право инвестировать и в области транспорта. По мнению Кварча, это может ударить по мелким предпринимателям, которые занимаются трансфером и пассажироперевозкой внутри страны. Я обращаюсь к тем людям, которые зарабатывают своим трудом непосредственно извозом людей и трансферами. Это тяжелая работа, и в жару, и в холод, постоянно за рулем. Как минимум грыжу зарабатывают они на спины свои. Но они туда трудятся и порой, кроме себя, еще и близких содержат. Чтобы вы понимали, по этому соглашению даже транспорт туда попадает. Все транспортники, да, которые вот у нас сегодня работают, они останутся без куска хлеба. Потому что по этому соглашению они будут закупать огромные транспортные средства на льготных основаниях, без НДС будут завозить, без налогов, и они будут... С ними невозможно будет конкурировать. Преференции, которые предусматривает соглашение для российского инвестора, ставят местный бизнес в неравные с ним условия. У абхазской молодежи не будет никаких шансов заниматься предпринимательством, считает Ахраб Жания. Вот здесь есть молодые люди в зале, которые там получили образование. Вы что-то планируете? Ну как вы будете планировать? Вы имеете доступ к кредиту в нашем банке по 25, 35, 40%. Сюда приходят такие же молодые люди, как вы, и они имеют доступ к иностранным банкам. Это я еще не сказал, тоже скажу. По 5, по 6%. Вы с ними что, сможете конкурировать? Вас выкинут на периферию. Вот там за заборы будете на них смотреть и в лучшем случае работать на них. Как утверждают оппозиционеры, соглашение позволит банкам выдавать кредиты иностранным инвесторам под залог имущества. Имуществом может быть земля, виноградники, угольные шахты и даже лес. Вот 3 этапа будет происходить. Да? Первый этап – это в арендные отношения. Потом, как только строительство, это отчуждение земли. И третий этап, если в случае неисполнения обязательств, в случае недобросовестности, в случае чего-то, может быть продано третьим лицам. Вот так будет уходить земля. Потом не будут возможны изъятия лесных ресурсов. То есть, чтобы не думали, что это только касается тех участков, которые под зданием, под строением. Здесь есть пункт, что невозможно изъятие лесных ресурсов. Речь идет и о лесах. Поэтому по этому соглашению есть много фактов, которые говорят о том, что здесь ответственность абхазской стороны
самое главное, в 16 пунктах о том, каким образом Абхазия отдает земельные участки. Таким образом, земля будет находиться в рыночном обороте, вопреки закону о том, что она не продается, утверждают оппозиционеры. Причем сведения о том, кто будет владеть абхазской землей, не будут доступны. По закону это может быть офшорная компания, которая является собственником этой российской компании, которая открывает здесь филиал. Таким образом, любой гражданин России или не гражданин, имеющий офшорную компанию за границей, может стать собственником абхазской земли. Еще одна причина, по которой протестует оппозиция, это нарушение регламента подписания соглашения. Как говорит депутат Канкварчия, глава парламентского комитета Алхаз Барцыц не имел права отправлять письмо с одобрением текста соглашения без согласования с коллегами. Когда мои коллеги говорят, что это письмо родилось, потому что в этом есть необходимость, в смысле того, что большинство так решило, когда спрашиваешь, где это большинство решало в парламенте, мы такое не знаем. Оказывается, в ресторане Бырлаш решается. 21 октября оппозиция встречалась с депутатами, где вроде как нашла понимание в том, что текст соглашения еще нужно обсуждать и править. Но в итоге документ был подписан без доработок. Сегодня оппозиция призывает депутатов поступить так же, как в случае с законопроектом об апартаментах. То есть встретиться со своими избирателями и заручиться их мнением и поддержкой перед ратификацией. Чтобы избиратели встретились со своими депутатами, и те объяснили, вот как сегодня Кан сделал флешмоб, что те сказали, что они будут делать. Голосовать, тогда пусть обоснуют, почему они будут голосовать. Как заявил Ливан Мика, штаб по противодействию ратификации межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории Абхазии будет вести работу по нескольким направлениям – информационном, просветительском, а также будет организовывать протесты. Никто не отменял сбор людей, массовый сбор людей в день сессии. Мы должны к этому быть готовы, поработать с общественностью для того, чтобы собрать людей и показать нашу силу. Как говорит историк Гурам Гумба, их не пугает тенденция поиска антироссийских настроений в любом проабхазском выступлении. История Абхазии уже проходила подобное, говорит он. Когда мы начинаем бороться за свою культуру, за свой язык, за свои права, нас обвиняют, что мы националисты. Оказывается, мы антироссийские. Это раньше говорили, что антисоветские, антигрузинские, а сегодня, оказывается, мы антисоветские. То есть это мне уже какие-то аналогии какие-то не видят. То есть сегодня правильно, это закон этот, мы сейчас это видим, да, завтра другой закон будет. Третий завтра, мы не знаем, какой закон будет. То есть сегодня идет тотальное наступление на Абхазию. Тотальное. Согласно резолюции собрания, штаб будет использовать все способы борьбы для защиты интересов Абхазии. Марианна Котова, Инна Лагухава, Тимур Гугохи, Абаза ТВ.